Вот уже много лет сотрудники Национальной библиотеки начинают рабочую неделю совещания. Каждый понедельник библиотекари сообщают о посещаемости читальни, насколько пополнился книжный фонд и, конечно же, делятся друг с другом планами, а затем за работу. Несмотря на то, что сегодня необычный день, библиотека празднует свой вековой юбилей, эта традиция не была нарушена. Но встреча началась с поздравлений коллективу директора Бориса Челария, а затем продолжилась в холле второго этажа, где организована выставка в честь векового юбилея. В праздник в этом зале выставлены уникальные абхазские книги из библиотечного фонда, газеты, марки Абхазии, фото руководителей и работников нацбиблиотеки. С утра сотрудники Республиканской библиотеки принимают поздравления. Первыми их пришли поздравить самые маленькие читатели. Это учащиеся 3-й и 4-й столичных школ. Библиотека – мир волшебный, планета детства и любви. Люблю ее, она бесценна. Хочу, чтобы полюбили вы. За нелегкий труд спасибо. Всем работникам скажу. Каждый день вы просто книгой изменяете судьбу. Несмотря на то, что во время Отечественной войны народы Абхазии фонд Абхазской национальной библиотеки был сожжен грузинскими военными, на сегодняшний день, благодаря усилиям руководства и сотрудников нацбиблиотеки, насчитывается более 300 тысяч экземпляров книг. Сохранились первые абхазские печатные издания, буквари, сборники рассказов. Здесь можно найти издания, начиная с 1906 года по нынешнее время. Сегодня библиотека работает в своем режиме, без отказа приема читателей. Заведующие отделами, заведующие обособленных фондов готовы проводить экскурсии. Библиотека изнутри богата своей структурной деятельностью. Среди сотрудников нацбиблиотеки есть и те, кто всю жизнь посвятил библиотечному делу. Например, Виолетта Иванба. Она пришла работать в библиотеку, когда ей было всего 17, а сегодня дает наставления молодому поколению. Она убеждена, что никакие гаджеты не заменят живого чтения. Дорогая молодежь, те, которые работают у нас и которые придут работать в библиотеку, любите свою работу, потому что библиотека дает очень многое. Она развивает человека. С вековым юбилеем сотрудников нацбиблиотеки поздравил министр культуры республики Гудиса Агырба. Он пожелал коллективу творческих успехов и новых культурных проектов. Поздравить работников нацбиблиотеки пришли постоянные читатели и представители Россотрудничества в Абхазии. Библиотека является важнейшей артерией в вопросах образования подрастающего поколения, взрослого поколения в том числе. И в свою очередь мне хотелось бы от себя лично и от представительства Россотрудничества поздравить руководство и коллектив библиотеки с этим юбилеем. Я запомнил, когда открывали после реставрации эту библиотеку и перерезали ленточку, Борис Шаликович сказал: да, мы получили прекрасное, красивое здание, одно из действительно самых лучших в нашей столице, но мы будем работать для того, чтобы форма соответствовала содержанию. И я могу с полной, уверенностью сказать, что это действительно так. Ровно 100 лет назад, 29 марта 1921 года, по приказу Народного комиссариата просвещения СССР Абхазии была открыта Центральная народная библиотека. А уже через год библиотека была преобразована в Центральное книгохранилище, а еще через некоторое время в Центральную городскую библиотеку. Самой крупной библиотекой в республике она стала в 1930 году. Тогда читальня занимала всего 4 комнаты. Книжный фонд составлял около 30 тысяч экземпляров книг. Библиотека расширялась, и со временем встал вопрос о создании республиканской библиотеки. В годы Великой Отечественной войны Национальная библиотека Абхазии выдавала справки и проводила консультации по военным, историческим, общественно-политическим вопросам. А в 1981 году библиотеке было присвоено имя народного писателя Абхазии Ивана Папаскир. Сейчас Национальная библиотека – это красивое современное здание с уютными залами, где рады каждому новому читателю. Кугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.